Жителям с улицы Красильникова приходится делать большой круг для того, чтобы добраться до социальных объектов, находящихся на проспекте Михаила Николаева. А все из-за отсутствия пешеходного прохода между этими улицами. Но часть жителей пользуется для перехода продолжительным проулком, который не является частью дорожного покрытия общегородского пользования и поэтому не обслуживается профильными ведомствами. Проулок не имеет пешей части, по нему часто на скорости проезжают автомобили, что в первую очередь опасно для передвижения детей, идущих в школу, а также пожилых людей. По проулку имеются безлюдные участки, застроенные частными гаражами, не имеются достаточного освещения и располагается алкогольный маркет, около которого зачастую собираются люди в нетрезвом состоянии. У нас нет доступного пешеходного прохода к улице Автодорожная, а ныне проспект имени Михаила Ефимовича Николаева. Да? Вот получается, что наши дети, пожилые люди, они вынуждены ходить обходной дорогой, которая никаким образом сейчас нормально не приводится в соответствие. То есть там нет пешего прохода, машина гоняет, она очень узкая. В зимнее время опасно тем, что гололед, да, очень большой. Люди с колясками идут и тому подобное. Ну, то есть может случиться дорожно-транспортное происшествие и тому подобные проблемы. Как рассказали жители округа, решить проблему могут 2 метра, которые находятся на территории склада от одного из магазинов электрических товаров. Необходимые метры находятся между ипподромом Агату и частной территорией. В данный момент жителям приходится пролазить через дырку, сделанную в заборе. Путь, который жители проложили сами, не только небезопасный, но и не оборудованный. На дороге встречаются остатки от прежних сооружений, имеются ямы и заросли. Люди пошли уже на такие меры, что ломают заборы и ходят опять опасным участком по ипподрому, где мы, как все знаем, буквально пару лет назад, да, наша землячка, к сожалению, погибла от нападения диких собак стаи, да. И сейчас по этому участку ходят в том числе дети, в том числе пожилые люди, женщины. Дорога неосвещаемая там получается, да, есть коллектор, куда можно провалиться. Ситуация достаточно такая напряженная из-за этого складывается. Для решения проблемы с пешеходным проходом инициативная группа жителей 65-го квартала совместно с управой автодорожного округа и депутатом Илтумен Светланой Давыдовой начала подготовку проекта для участия в конкурсе по программе поддержки местных инициатив. Жители многоквартирных домов, да, прямого перехода нету на улицу проспект Михаила Николаева, в обход это все идет, да, ну, в зимнее время, там дети сейчас в школу будут ходить, 39-я школа у нас, центр протяжения, все туда ходят, и людям приходится ходить в обход, поэтому мы, как управа, предложили сейчас провести, поучаствовать в конкурсе, представить проект, чтобы прямиком выходить на проспект Михаила Николаева. Есть, конечно, нюансы, подводные камни, по этому поводу мы сейчас здесь встречаемся. Во время собрания инициативной группой поднимались не только вопросы, касающиеся пешеходного прохода между ипподромом и складом, но и безопасности единственной дороги. Инициативная группа жителей предлагает именно подключение к программе местных инициатив. Мы сейчас будем готовить, да, вместе с нашей инициативной группой, автодорожным округом. Следующая, встреча с застройщиками этого квартала. У нас с застройщиками квартала очень даже хорошие застройщики. Утум и Сетте. И, скорее всего, именно жителей тревожит благоустройство, безопасность, пребывание вообще самого квартала в застройке на сегодняшний день. В настоящее время планируется проведение встречи с застройщиками квартала, а также с представителем магазина о проложении пешеходного перехода на их территории или же переносе забора на 2 метра. Вероника Тырская, Георгий Григорьев, Якутск.